Мы чувствуем себя молодыми рядом с ним. Между собой его называют внуком. Классный он человек, замечательный. Да, всемогущий, все может. Ну, короче, с ямы меня поднял. Молодец, мужик. Один из талантливейших людей. Том ем. Меня завьона, кажется. Прилетела домой, как птица, прилетела, как птица я. Снял погоны, петлицы и уже успела напиться демобилизация. Дядя Ленин, дорогой, ты лежишь в земле сырой, а когда я подрасту, твою партию уступлю. Вот новогодний стишок. Только этот стих помню с детства все. Просто каждый раз повторял. Ты с детства, может, играешь на гармошке? На гармошке, 3 года где-то, наверное. 3 года. 3 года на гармошке играю. Что, прям нравится? Мне вообще нравится. Инструмент такой классный, душевный. Когда еще только первые 2 курса учились, на улице играли, деньги зарабатывали. А сейчас деньги как зарабатываешь? Ну так же почти. Методы не поменялись, просто площадки метод зарабатывания денег поменялись. Так мы на улице выходили, по 5-6 человек играли, песни пели и хорошенько зарабатывали себе на еду. Нет, вообще, на самом деле, Вова трудяга, он работает на 2 работах, пашет. И у него уже своя дочка, да? Своя семья уже. В общем, молодец, Вова, да? Да. Скажет, бардак. Что скажешь? Собака. Пальчики у меня в кармане. По луже не ходи. Ой, господи. Куда ты едешь? В Сыктывкар. Зачем? Домой. Что там ты делаешь? Чем занимаешься? Ничего не делаем. Чем мы, Кристина, там дома делаем? Живем. Ночуем. Ночуем. Ладно, что там нет хозяйства. Субботу, день ненастный, нельзя в поле, нельзя в поле работать, нельзя в поле, нельзя в поле работать. Вова еще является руководителем своего коллектива «Ищерга». Вот разговаривает весь в делах. Я Володю знаю давно, потому что мы с ним с одного населенного пункта. И, в принципе, можно так сказать, что я его и рекомендовал на эту работу. Но он согласился, молодец, что согласился, потому что я чувствую, что и он, как говорится, нашел ключ к коллективу. И коллектив к нему тоже уже привык. Я всегда их тормошу, всегда в движении вас провожу, чтобы им было, во-первых, интересно со мной заниматься и ко мне ходить, а во-вторых, чтобы они не уставали от этого, от этой вот именно учебного процесса, который мы с ними изучаем песни, разучим на 2 партии, а было всегда в творчестве это все сделано. Для чего мы это учим? Не просто так, а чтобы выступали, чтобы ездили. Да, заразил молодость его, правильно. Мне очень нравится с ними работать. Вначале они как бы немного колебались, такие, не, там молодой, как бы ко мне относились так, что как 3 концерта в день? Сейчас могут 3 концерта в день выдержать, и еще 10 часов с Сыжмой ехать и песни петь, и как бы для них это уже нормально, это уже обыденно. И никто не писнет, что ой, все тяжело, и через неделю мы опять куда-то едем. План такой. С Сыктывкара поехать в Каркерос, встретиться с музыкальным коллективом «Ищерга», с ними двинуться в Усть-Куломский район, в поселке Кушба, Кебаньоль и Дон. В каждом поселке дать часовой концерт, и все это успеть за 1 день. В этой деревне огни не погашены, ты мне
он с нами так работал, что с такой энергетикой, что мы вначале-то, ой, там, ну, приходим в начале репетиции, там что-то так, ну, расслабленно. А потом к концу репетиции мы настолько вот заряжались этой вот энергетикой, вот этим вот желанием какого-то творческих какие-то, ну, когда вот мы моменты обсуждаем, там уже идеи свои кто-то предлагает, уже забыли, что уже кончилась репетиция. Участники коллектива, я их так назвал, Йен Биомортьяс просто. Они настолько талантливые, веселые. Я их сначала в Удуру возил до этого, ну, ездили. Приехали, думаю, все, больше по такой дороге, наверное, никуда не поеду. Но я через неделю прихожу, говорю, все, в Вижму едем. Все, и все согласились. До этого они в Удуру как-то, да нет, так далеко. А тут в Вижму 10 часов надо поехать. С ночевкой еще на 2 дня, еще и обратно. И вопроса вообще не возникало, что да нет, мы не поедем никуда. Мы приехали, и вообще мы от Ижмы так же в восторге, как и от Удуры, потому что мы, во-первых, опять же национальную кухню попробовали. Оленину поели, с олениной обратно приехали, еще в автобус загрузили там сколько, килограмм 30, да, купили оленину. И по Ижме погуляли, посмотрели разные поселки, и люди нам настолько понравились, такие душевные, открытые. Это дорого стоит. Вот я медборы с ними ветли мухта, и заводим я все время сходить, те даже я каждый раз мы выступает им. Короче, надо петь Марья Моль в общественных местах. Ну, будь то это там машина чья-нибудь там, в школе. Дорогие друзья, ближется столетие Республики Коми, и мы объявляем челлендж петь в автобусе Коми-песни. На, держи. Подпеваем вместе с нами Марья Моль. Зачем ты остался тут учиться? Зачем ты прославляешь коми-культуру? Потому что, ну, в России нас таких много, их полно, их там куры не клюют, в Москве, так, мне кажется, там таких, как мы, ну, на свалку, наверное, увозят, потому что их там достаточно. А тут мы на виду у всех, потому что мы стараемся что-то для культуры сделать. Не принимать другую и учиться у других, а именно комбинировать это. И коми-культура, она нуждается в таких людях. Не улетать куда-то и не стараться искать свое место, а место здесь, где ты живешь, и ты должен его пропагандировать, прославлять, чтобы это место стало ничуть не хуже, чем Москва или там другие города, что Республика Коми ничем не хуже, а даже лучше. Откуда ты такой? Я из деревни. На натуре из деревни. Ай, скоро будет нас не будет, кого будете глядеть, кого будете глядеть, кого будете жалеть, кого будете глядеть, кого будете жалеть, кого будете любить, кого будете просить, кого будете, ай да просить, на руках кого носить. А кто песню вам споет, слово доброе найдет, жалко, жалко, жалко вас, скоро будете бедна.